Итак, ребята, и еще раз всем привет. Снова с вами Тимур. Снова мы говорим о факторинге, о бизнесе. И снова у нас бизнес-подкаст с нашими гостями и партнерами и Ставс. Сегодня мы будем говорить наверное, о самой важной теме, которая происходит сейчас за последние, наверное, года 3. Это фрод, это мошенничество, это то, как люди могут обмануть вас на очень даже большие деньги. И сейчас мы будем обсуждать варианты, как люди пытаются обмануть вас и как этого, как минимум постараться избежать. Так что, как обычно, спасибо. Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Welcome back, Ryan. Thank you. И снова добро пожаловать, Райан и Роб. Я очень взволнован, потому что сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. Причина, по которой эта тема интересна, это потому, что она затрагивает не только трекинг, факторинг и брокинг, но еще и каждый аспект нашей жизни. Думаю, сегодня у нас получится очень продуктивный выпуск, потому что мы поделимся с людьми, как можно себя защитить от мошенничества и от людей, которые пытаются заполучить ваши деньги. Также поговорим о людях, которые пытаются использовать вашу личность, чтобы взять кредит. В общем, я думаю, будет интересно. Насколько мы знаем, в нашей индустрии такого очень много. Многие люди пытаются получить чужие деньги, многие уже потеряли свой доход и пытаются вернуть свои деньги любым путем. Сейчас я расскажу о топ-3 путях, с помощью которых люди пытаются обмануть в нашей индустрии. Первое — это двойное брокерство. Второе — это использование чужой личности. Да, именно это, использование чужой личности. И третье — это грузы, которых не существует. Грузы, которых не существует. Да, в системе бывают грузы, которых на самом деле не существует. Бывает такое, что они бронируют груз, а потом отменяют его, а потом этот груз реброкают, хотя он отмененный. Я думаю, DOT также должны смотреть наш подкаст, потому что мы каждый день встречаемся с этими проблемами. И сегодня мы можем подумать о том, как можно предотвращать эти проблемы. Думаю, я отправлю этот подкаст в местные DOT, чтобы они подняли этот вопрос. DOT очень строго относится к безопасности, но иногда нам приходится рисковать, иначе мы теряем много денег. Я думаю, нам нужно придумать, как можно решить эти проблемы. Первое у нас было двойное брокерство. В прошлый раз мы немного говорили об этом. Как вообще это работает? Не боятся ли люди открывать что-то под несуществующей или чужой личностью? С чем таким сумасшедшим вы сталкивались? Такого очень много. У нас было такое, что люди пытались подписать с нами контракт, представляясь другим человеком. Говорил, что работает на одну компанию. Человек пошел настолько далеко, что сделал себе мейкап, полностью загримировался и представлялся перевозчиком этой компании. Хотя было очевидно, что это не так. Но как бы что ему было терять? Он выдавал себя за другого человека, мы не знали его настоящую личность. Так что даже если бы мы его поймали, никто бы не узнал его настоящую личность. Люди пытаются взять кредит, выдавая себя за другого человека. Сейчас такого очень много. Когда мы говорим о фейковой личности, это не какой-то там Джон Смит. Еще раз извини нас, Джон Смит. Но это действительно настоящий человек, который даже не знает, что кто-то пытается использовать его личность. Во многих штатах есть доступ к информации о компании онлайн. То есть я могу зайти в интернет и при правильном поиске найти имя владельца компании. И также могу получить копию некоторых документов, которые помогут мне подтвердить где-то мое причастие к компании. Очень много информации есть в общедоступном доступе. И с помощью этой информации мошенники могут сделать много. Также есть так называемый Dark Web, то есть темная сторона интернета. Люди могут доставать чужой номер социального страхования, паспорт и многие другие вещи. Если я захочу искать человека после того, как узнаю, что он оказался мошенником, я начну искать его по паспорту. А человек-то использовал чужой паспорт. Получается, он скажет, о чем речь, мой паспорт украли, о чем вы вообще? Но если вдруг я предъявлю, то есть я буду искать человека, чей паспорт украли, а настоящего мошенника искать негде. Во-первых, когда Райан показал мне ту фотку, тот человек даже на каплю не был похож с человеком на паспорте. Это смешно, но также это очень страшно. Это есть абсолютно везде. Это хорошо, что у меня есть проверка моего социального страхования. То есть каждый раз, когда кто-то пытается его использовать, я получаю уведомление. Но что произошло бы, если бы вы, ребят, не узнали об этом мошенничестве, не поймали бы мошенника? Очень важно работать с компаниями, которые
которые занимаются двойной проверкой. А что, если бы у него получилось заключить с вами контракт? Что бы тогда произошло? Ну, во-первых, мы не знаем, какие у этого человека могли быть связи. То есть он мог бы использовать фейковые инвойсы, вовлечь своих знакомых брокеров. Очень много всего могло бы произойти. Именно поэтому мы ведем долгий процесс проверки. Прежде чем подписать с кем-то документы, мы уверены в каждом нашем инвойсе. Мы уверены, что перевозчик получит свои деньги. Это не только защищает нас, но и перевозчика тоже. Если бы этому перевозчику нужно было бы закинуть инвойс на 20-30 тысяч долларов, а эти инвойсы фейковые и пропали, если бы нам пришлось легально с этим разбираться, какому-нибудь Джону Смиту постучали бы в дверь и предъявили бы чек на 20-30 тысяч долларов. То есть это большая проблема, поэтому мы стараемся проверять все инвойсы, чтобы убедиться в том, что они законны. Сейчас мы вынуждены проверять абсолютно все. Именно поэтому иногда деньги долго доходят до перевозчика, потому что мы иногда не можем проверить быстро. Поэтому если вы долго получаете деньги, знайте, что мы проводим проверку и пытаемся избежать мошенничества. Раньше было такое, что нужно было лично идти куда-то, чтобы тебе открыли какой-либо аккаунт и подтверждать свою личность. Сейчас же с технологиями все поменялось на 360 градусов. Сейчас у нас Zoom и все такое. Также пару лет назад мы могли отправить факс или имейл, и все, у нас уже есть аккаунт. Но сейчас, так как многие не очень хорошие люди, возвращаемся к тому, что лучше всего, когда ты видишь человека. Кстати, этот случай, он редкий. Редкий ли случай, когда человек накрасился и отправил нам фото, выдавая себя за другого? Да, редкий. Но сейчас, когда мы сомневаемся в некоторых перевозчиках и просим дополнительные документы, они просто перестают что-то делать дальше. За последний месяц у нас было 18 таких кейсов. 18? Что? Да, где-то 18-20. У нас возникали сомнения, мы просили еще документы, они уже отступали. Хотя мы просили очень простые документы. И каждый раз, когда мы уже начинаем понимать, что имеем дело с мошенничеством, даже по сообщению, они придумывают что-то новое. Так что всегда есть что-то новое, и надо гуглить новые виды мошенничества в нашей индустрии. Пользуйтесь FMCSA. То есть сайты Федерального управления по безопасности автотранспортных средств, чтобы проверять документы. Мы собираемся применять больше мер и больше технологий, чтобы предотвратить мошенничество. Есть такая компания, как DOC Usign, которая каждый раз сталкивается с мошенничеством, потому что там нужно подписывать документы онлайн. Они могут выследить ваш IP-адрес. Сейчас у них есть новое программное обеспечение, которое позволяет проверять лицо человека, когда дело будет доходить до документов с фотографиями. Это тоже будет очень помогать в борьбе с мошенничеством. Сейчас также многие факторинговые компании понимают, что произошло мошенничество. Даже по проверке, был ли человек на месте, где нужно было забрать или оставить груз. Мы решили стать партнерами компании, которая помогает это отслеживать. То есть отслеживать, был ли перевозчик на той или иной локации. Мы делаем это для того, чтобы остановить мошенничество. Также есть, конечно, много людей, которые не хотят делиться своими данными, и мы это понимаем, но мы должны предотвращать мошенничество. Если у зрителей будут вопросы о том, как проверить, настоящий ли это груз, какие дополнительные бумаги, кроме BOL, нужно просить, мы можем в этом помочь. Люди могут обращаться к нам. Недавно мы отправляли нашим перевозчикам список пунктов, которые помогут предотвратить мошенничество с точки зрения перевозчиков. Например, нужно проверять домен имейла. Если вам отправили подтверждение поездки, хорошенько проверьте имейл. Может, там есть маленькая ошибка в имейле. Обязательно нужно проверять контактный номер. Советую всем заходить на сайт Федерального управления по безопасности автотранспортных средств и проверять это все. Вы можете найти контактную информацию брокера и позвонить, чтобы проверить. Вы можете позвонить и уточнить, действительно ли груз заказан вашей компанией. Это дополнительный звонок, который вам нужно сделать, но это может вас спасти. Особенно если вы работаете с новым брокером. Проверяйте. То же самое и с новым агентом. Недавно у нас была такая ситуация. Перевозчик знал брокера и уже работал с ним, но у агента этого брокера украли личность, так сказать. То есть использовали его имейл. Немного поменяли и воспользовались тем, что перевозчик уже с ним знаком. И перевозчик подумал, что он и есть, так как они годами работали вместе. Мошенник всего лишь поменял пару букв в имейле, то есть вместо ABC трекинг там было ABBC трекинг. Перевозчик поймался на это, и они потеряли много денег. Пока они это узнали, мошенник уже взял деньги. Это страшно. Еще один пункт, по которому можно вычислить мошенничество, если вы видите, что брокер платит намного больше денег за груз, то есть выше рынка, это точно красный флаг. Если кто-то платит за груз от точки А до точки Б $2000, а кто-то хочет вам заплатить 3000, это красный флаг. Многие такие фейковые грузы постятся на доске грузов, поэтому нужно читать информацию о том, как можно
сложно распознать фейковый груз на доске грузов. Лучше переходить на официальный сайт брокера, чем брать груз непонятно откуда. Самое легкое для мошенников — это когда вы не хотите разговаривать, и все делается через email, когда все делается через цифровой букинг на доске грузов. Еще одна вещь, которая делает нашу жизнь сложнее, это то, что многие брокеры и диспетчерские компании находятся в других странах. Например, как моя компания. Это сложно, потому что они не знают, как тут работает система. Они не знают эти методы мошенничества. Более того, они не получают много денег, так как они работают еще и на процент. Им все равно, свяжетесь ли вы с мошенничеством. Для них главное найти вам груз, получить их процент и все. Они делают это не специально, но делать двойную проверку и двойную работу не в их интересах. Как вы думаете, в ближайшем будущем наша и любая другая компания начнет использовать дополнительный метод проверки личности? Например, требовать видеозвонок. Я думаю, мы начнем делать звонки в Zoom с некоторыми перевозчиками. Вот Роб говорил про DocuSign, о том, что они уже делают что-то такое. Я и Роб всегда стараемся лично встречаться с нашими перевозчиками, если это возможно. Но когда у вас более 5000 перевозчиков, невозможно встретиться со всеми. Но я думаю, что в конце концов будет что-то такое, как минимум FaceTime. Это также круто, потому что можно лучше узнать человека. Я хочу узнать, с кем я работаю. Это поможет построить, так сказать, больше отношений, и это позволит выстроить нужную коммуникацию. Да, сейчас уже много такого. Даже проверка вашего трака по видео, был ли он в том или ином месте. Я думаю, в ближайшие 2 года такое будет у всех факторинговых компаниях. Думаю, и брокеры будут больше времени уделять проверке перевозчиков. У многих брокеров уже написано в информации, что вы не можете брокерить груз дважды, но многие нарушают правила. Наша индустрия огромная, 90% мошенничества происходит в трекинге. Для меня трекинговая индустрия очень интересна, в том плане, что мы децентрализованы. Если посмотреть на любую другую индустрию, можно назвать пару компаний, которые держат 50% или большую часть рынка. Например, авиалинии. У нас есть Delta, United и американские авиалинии. Факторинги — это TAFS, RTS и Apex. То есть много факторинговых компаний и 2-3 лидера, которые держат рынок. То есть это везде, кроме трекинга. То же самое с судоходством. Есть не так много компаний и также с железнодорожными компаниями. Трекинг очень разнообразный. Сейчас открываются все больше и больше трекинговых компаний. Каждый день открывается 300-400 компаний. Именно поэтому мы страдаем. Если я не хочу задерживать груз $2 за милю, но всегда есть перевозчик, который готов держать его за 1,5. Если бы я был брокером, я бы сказал: эй, а не хочешь взять его за 1,40? И всегда найдется компания, которая сделает это. Если в любой другой индустрии 3-4 лидера, они могут сесть и провести переговоры, где они договорятся и подпишут соглашение, где они смогут спасать друг друга. А в трекинге такого нет. Мы не такие объединенные. Когда идет неделя DOT, это наша любимая неделя, департамент транспорта. Потому что многие перевозчики остаются вне дороги, потому что они хотят избежать нарушений. Эта неделя позволяет нам поднимать наши рейты. Каждый раз, когда происходит бойкот в нашей индустрии, люди устраивают бойкот и идут на митинг к Белому дому. Мол, сделайте что-нибудь с нашей индустрией. Перевозчики такие: да-да-да, идите туда, наши рейты будут подниматься. Все пытаются заработать денег. В трекинговой индустрии мы не можем прийти к одному соглашению. Самые большие траковые компании, такие как JB Hunt, Schneider и так далее, о которых 5, 10, 15 тысяч траков, они держат около 10% рынка. 90% траковых компаний имеют меньше 5 траков. То есть ты купил трак, ты уже траковая компания. Именно поэтому нас сейчас хорошенько используют определенные группы людей, пользуясь нами. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Наш рынок как американские горки. Каждый раз мы сталкиваемся со взлетами и падениями во всех планах. Сейчас, к сожалению, многие компании не зарабатывают так, как раньше, и даже закрываются. И большие, и маленькие компании приходят через это. Чем больше компаний закрывается, тем меньше траков на дорогах. Это очень влияет на рынок траков. Этот рынок всегда будет таким. Есть много людей, которые слышат, что, мол, этот бизнес сейчас прибыльный, хорошие рейты, но из-за нехватки знаний и опыта в этой сфере они испытывают проблемы после открытия бизнеса. Да, ребят, вы должны быть готовы ко всему. Нужно понимать такие вещи, как операционные соотношения, и балансировать. Многие траковые компании открываются людьми, у которых никогда не было бизнеса, и это проблема, потому что у них нет знаний. Они идут, открывают свой банковский аккаунт и думают: о, у меня есть деньги, я куплю еще 10-15 траков, но они не думают, что это все может пойти вниз очень скоро. В 2020 и 2021 году, как мы знаем, многие люди испытывали трудности, а многие другие люди покупали гелики и Роллс-Ройсы, и дома.
дома. А в новостях было типа «Сейчас все бедные, всем сложно». Это все очень интересно. Я не тот человек, которому нравится контроль государства, но так как государство и так контролирует многие бизнесы и аспекты, как вы думаете, если бы государство вмешалось в нашу индустрию, изменилось ли бы что-то в лучшую сторону? Мы, конечно, любим свободный рынок, но если это постоянные американские горки, это также не есть хорошо. Так что мне интересно, что вы думаете об этом? Было ли бы лучше, если бы контролировалось, сколько денег берут брокеры сверху? Мне кажется, было бы лучше, если бы было больше прозрачности в нашей индустрии, если бы мы знали, какая маржа у грузов. Но в конце концов все пытаются заработать денег. И доставщик, и брокер, и факторинговая компания, перевозчик, диспетчер. Мы, конечно, не хотим, чтобы кто-то был ограничен в заработке, но там должен быть и баланс тоже. Я думаю, что все-таки кто-то должен это мониторить, чтобы было меньше людей, которые пользуются перевозчиками, или людьми, которые не очень хорошо знают индустрию. Брать этих людей и платить им 1,25 за милю и получать жирную комиссию, все должно быть прозрачно. Да, это вопрос доверия. Доверяете ли вы как перевозчик брокеру в то, что он дает вам справедливый рейд? И то же самое со стороны брокера. Брокеры хотят быть уверены, что перевозчик будет делать свою работу на отлично, не опаздывать и все такое. Да, конечно, они пытаются доверять друг другу, но и делать деньги тоже. Но в итоге, какой-то 1% портит нам эту картину. Если брокер нормальный, он открыто вам скажет, какая там маржа на грузе. Многие из них так и делают. Но есть те, кто не делают. И они просто говорят, я лучше не буду с вами работать, чем говорить это. Такое повышает недоверие. Даже если это происходит один раз из 50, все равно вы будете задаваться вопросом, а так много людей, пытаясь меня обмануть в этой индустрии, когда дело касается маржи. То же самое с мошенничеством. Даже если этого мало, все равно вызывают недоверие. Брокерские рейты должны быть прозрачными, насколько это возможно. Если бы все делали все как надо, проблем бы не было. Но это 1% портит все 99%. Я также думаю, что перевозчикам нужно быть более прозрачными с брокерами. Говорить, вы можете следить за мной на этой платформе, чтобы не звонить каждый раз и просто следить за тем, что я доеду туда вовремя. То есть входить в доверие к брокерам. И может они сделают маржу ниже, зная, что и груз доедет куда нужно вовремя. Будьте более прозрачны с вашими клиентами. Люди готовы платить больше за качество, а если вы новый перевозчик, который только начал работать в индустрии, и вы думаете, что вы сразу много заработаете, вы должны понимать, что в первую очередь вам должны довериться, а это не просто. Приезжайте вовремя, звоните и говорите, «Эй, я вот оставил груз». Всегда серьезно относитесь к вашему бизнесу. На секунду это мне напомнило демократов и республиканцев, потому что в целом 99% обеих партий хорошие, но всегда есть этот 1%, который все рушит, и у них там война. Да, это тот самый 1%, который попадает в соцсети. Именно. И так же, как и в трекинге, это все попадает в соцсети. Еще кое-что, о чем люди спрашивают нас, это также интересно и для меня. Брокеры без обид. Брокеры очень важная часть нашей индустрии. Я сам являюсь хозяином брокерской и траковой компании. Я думаю, что как у брокера у меня нет так много ответственности, как у перевозчика. Мне не нужно платить за страховку, за топливо. Я не говорю, что брокерство — это легкая работа. Это тоже сложная работа. Но если клиент отменяет груз брокера, брокер просто не получит свой процент. Но если у траковых компаний отменяют груз, это очень много затрат. 5 часов вечера в пятницу, удачи найти другой груз. Мы должны сидеть и ждать понедельника. Вы не представляете, как много денег мы тратим, ожидая этого понедельника. С моей стороны, как брокеры, мы всегда стараемся говорить, какая у нас маржа. Если вы брокер в недвижимости, мы знаем, какие там проценты уходят, а в нашей индустрии с этим по-другому. И иногда брокеры могут делать в 4 раза больше. Я не знаю, что будет с брокерами в ближайшие 10-15 лет, так как сейчас уже многие стали напрямую связываться с перевозчиками. Как вы думаете, будете ли в будущем факторить грузоотправителей и склады вместо брокеров? Мы уже это делаем, уже видим это. Многие из этих грузоотправителей ищут проверенных перевозчиков. Да, я думаю, это будет даже умнее. Не думайте, что я считаю, что каждый брокер плохой. Многие из них классно делают свою работу, но плохие люди все усложняют, и мы теряем наше доверие. Сейчас, будучи брокером, я понимаю, как они ненавидят перевозчиков, потому что те много врут. «Эй, я вот буду совсем скоро», а потом тот приезжает спустя 8 часов. Говорят, что долго ждал свой груз. Пару дней назад у нас было мероприятие с нашими партнерами и страховым агентством в Нэшвилле. Хорошие новости в том, что в 24-м все точно станет лучше потихоньку.
В 2024 будьте готовы к тому, что все станет лучше. Именно поэтому мы, Ставс, тут рассказываем вам эту полезную информацию, чтобы вы могли сохранить ваши деньги и избежать мошенничества в будущем. Надеюсь, в следующие 3-4 месяца будет много хорошего. Наступают праздники, Рождество, нас ждет сезон. Мы увидим улучшение. Читайте больше информации об индустрии. Мы, в свою же очередь, будем продолжать делиться инсайтами и полезной информацией. И хочу напомнить, даже если вы не являетесь нашим клиентом, вы можете обращаться к нам по контактным данным в описании. Мы можем вам помочь. Чем больше успешных компаний, тем лучше для вас и для нас. Это точно. Хорошо для всех. Спасибо вам большое, ребят. Thank you.